это вот эта долина, моя родная долина. Мое село было 7 километров еще вглубь, туда, к горам ближе, Аудикой. Да, я там родился в 41 году, видишь. Ойлы бір чаре олғанда мен барып, именно біздің евіміз олған ерде, şu ev yapmak мен ниетім бар еді. Evimiz olgan yerde. Ну, көйенді yoqtar енді. Bu yerden tapıldı bizге bir ev çıkan, bir ifadға берді, bir ev çıkı var еді. Bir көмес. Şunu algan edik. Yopşum kelip mында yerleştik, ну, все, нормально. Өзіміз doğan yerimde мына. Мен мында, конечно, ev yapқанда, мына бақ, o kadar қиын стройка болды. Ne rakuşka var, ne ağaç var, ne cam var, bir şey yok. Даже bilirsin mi, ağaç almak için lesxozga kirip çalışıyordum. Onlar ormanda keseler, terekleri keseler de onların butaklarını temizlemek için rабочиler gerek olardı. Ben şunun için baraydım onlara, o işlerini yapıp bana o ağaçı onlardan alaydım ben. Bu rakuşka meselesi o kadar kıyım bolgan, bütün kırımını aylanıp çıkaydım ben. Buna böyle kayda rakuşka var eken de kim getire eken dedim. Kimlerde velosipedden yürüyordum. Bundan tap почти Simferopol'e kadar. Başladım evini bitirmek için saman kirpiç yapıp başladım. Stroykanı yapkanda ben bir teneffüs vaktları bir rahatlanacak olsam koltuğuma akvarelini alaydım da çıkak keteydim. Akvarelden bir kişiler yapıyordum. İşte forumu не потерять. И, конечно, ev yapkan halde çok icatta bulgan yoktur. Такой капитале ничего не было абсолютно. Уже соңынан, чтобы войти в форму, я где-то год, наверное, только акварелью занимался, чтобы быстрее наверстать упущенные. Никогда не бывает так, чтобы вокруг там люди были, чтобы у тебя голова работала, чтобы ты спокойно работал. Такого не бывает. Это иногда бывает, иногда. Пикассо даже, когда вот он обычно тоже никогда мастерскую себе посторонних не пускал. Но когда он писал свою Гернику, великую Гернику, когда он писал, он открыл мастерскую и сказал, пусть кто приходит, все смотрят, как это я делаю, понимаешь? Один раз он все это сделал. Свою величайшую картину, величайшую в мире картину, вот он так писал. Вақыт olsa, hiçbir yerге ketmek gerekmese, конечно, sabahtan turup, tezden az barın, tуда hayvanların bakıp, sonra tabii ki intilam мастерское кірмеге. Не үшін дегенде, там моя крепость, мое спасение там. Там я один на один. Вариант еще, наилучший вариант. Какой будет лучший вариант? Потому что, ну, немножко недоволен я не этим недоволен. Теперь вот такое дело, но я этим тоже недоволен. Я думаю, что будет еще другой вариант. Если я только бы на этом остановился, мне кажется, что-то не хватает, что-то должно быть другое. Наконец я пришел к такому варианту, чтобы уже без ничего, что было. Один он, чтобы он кричит. И пусть думает, о чем он кричит, кто его знает. А тут немножко есть поконкретнее что-то. Вот эта конкретика здесь есть. Да, я не хочу, чтобы конкретно было. Когда человек сам догадывается, для себя лично, это ценнее, чем ему ты в рот разживешь. И родам озон маленькая родина бывает, да? Озон кошечка была. Вот вселенная вот эта, и здесь у каждого есть какой-то кусочек земли, куда он возвращается, где его дом, где его ждут. Именно поэтому я вот это все ничего не делаю там, оставляю только маленький кусочек, куда он возвращается. Это должно быть ценнее, понимаешь, когда вот в этой пустоте вообще у тебя есть какой-то угол, куда ты именно стремишься. Я тоже это самое делаю красиво, но иногда мне настолько это больно, что просто я хочу, знаешь, кричать хочу. Потому что я так переживаю за наш народ просто, знаешь, мне хочется просто кричать. Это вот изуродованный наш татарин, это, понимаешь, да? Без рук, там, без ног, там вообще изуродованный. Я почему говорю изуродованный? Я нашел подтверждение своим мыслям. Я тебе сейчас скажу, где и как. Это когда я был в Москве еще в 70-х годах. Один профессор математики Московского университета, когда узнал, что я крымский татарин, он мне говорит,
как, говорит, мы вас изуродовали. Это учитель математики, не учитель, профессор математики в университете, МГУ он преподавал в 1972 году. Система, которая, знаешь, вот это вот самое нас задавила, вот из себя мы представляем такого, значит, существа вот на самом деле. У нас изуродано все внутри, понимаешь? Но в знак протеста мы не сдаемся, и мы, наоборот, даже духовно намного, мы, знаешь, чище, чем они. Я горжусь вообще, что я крымский татарин, что я родился в крымско-татарской семье, понимаешь? Потому что мы оказались намного благороднее, честнее, понимаешь, да? И вернее оказались, чем очень многие. И если эти работы что-то будут значить для народа, я буду очень рад. Вот единственное, я вот это вот хочу.